Здравствуйте, уважаемые все наши родственники, зрители, коллеги, работники библиотеки. Конечно, Иван Мартынович очень достоин, чтобы проводить его юбилей. Вот мы несколько раз отметили его. Очень легкие его стихи, они легко ложились на песни. Веселый, красивый, хороший человек, красивая, хорошая семья. Вот и душа пела, вот и слагались такие красивые песни. Если человек такой не слушал бы такие песни, или не слагал бы такие песни, как «Черемуха» и «Санзах», очень Иван Мартынович, о нем уже очень много хороших слов сказано, и добавить даже еще прекраснее слова можно найти, может быть, но я их пока не нахожу. Очень хорошо было сказано всеми выступающими. Мы в честь Ивана Мартыновича, столетия его, тоже приурочили пробег Герберта Тартачакова. И вот нужно еще сказать о детях Ивана Мартыновича. Они настолько вот молодцы, патриоты, и, конечно, очень сразу видно, что они очень любят своего отца. Любили, невозможно сказать, как любили, так и любят своего отца. И они очень легкие на подъем, они были согласны, вот этот вот шахматный турнир еще мы проводили, пробег Герберта, а потом еще приурочили туда еще и шахматный турнир. Они все сами помогли организовать, машину, все, чтобы в Мартон, вот в Заимку приехать туда. И это говорит еще о том, что Иван Мартынович вырастил прекрасных своих детей. А сейчас эти его дети растят вот таких вот прекрасных внуков, которые тоже помнят своего дедушку, прадедушку, то есть, и рассказывают о нем стихи. Но в национальной школе тоже очень хорошо, когда проводили юбилей, поддержали наши певцы. И вот песню «Черемуха» уж очень хотелось услышать. Спасибо Ираиде Ахпашевой, она поддержала и исполнила. Ну просто вот слушаешь такие песни, и душа раскрывается действительно. И Ульгер, Сабжилар когда-то были, Ульгеры, когда еще тоже поддержали. Ну там, в общем, хорошо получалось. Все хорошо получается, вот хороший человек, все хорошо получается. Мы, конечно, да, несем вот это имя, достойно нужно нести, и мы несем к этому, как сказать, к слову, что имя его должно, оно и так сияет и светает, и должно сиять и светать, и будет, думаю, так же и далее. Мы никогда его не забудем, его песен, и не только песен, его и рассказов, и роман. И еще у меня дядя был охотник, который убил 99 медведей. Вот здесь вот все, что вот он описывается, это человек, который не может так вот просто от кого-то слушая написать вот об охоте, все. Значит, читатель уже читая, открывая, понимает, что это был еще и хороший охотник. 99 медведей убил мой дядя. Говорили, не убивай сотого. Нельзя. Все-таки в природе должно сохраняться баланс вот нашей природы. Нельзя много убивать зверей. Ну, дядя, звали его Алексей Кириллович Паскаулов, сотого все-таки застрелил, и осечка получилась. Медведь начал его раздирать, ломать кости, а собака, вот охотники знают, что такое охотник. Одному не ходите, а если ты идешь, то у тебя должен быть такой друг. Вот как собака, обученная медвежатница, на медведя ходить. Алексея Кирилловича, дядю моего, спасла собака. Собака начала сзади, когда вот он уже, Александр Иванович кивает головой, она его отвлекала, хватала сзади, а медведь не может, когда его там сзади, за нижней, да, он все время оглядывался туда, хотел эту собаку, она отскакивала, хотел схватить. В это время дядя, хоть уже переломанные руки были, успел перезарядить ружье и застрелил медведя. Ну, мне хотелось бы сказать спасибо всем собравшимся, что вот памяти Ивана Мартыновича Костякова все-таки мы все чтим и будем чтить, и так будет всегда, думаю. Спасибо за внимание. Спасибо большое.